Из регионального бюджета на укрепление технического вооружения добровольных пожарных дружин потратили 30 миллионов рублей. В преддверии весеннего половодья сельские добровольцы переходят на усиленный режим. Вслед за большой водой придет пора лесных пожаров. Именно эти два периода считаются для пожарных самыми напряженными. Впрочем, сегодня и численность добровольных дружин, и их оснащение позволяют пережить непростые сезоны без серьезных проблем. Репортаж Виктории Палкиной. Хорошая штука. За 200 метров можно пожар не подойти, с ним можно рукава растянуть. Мотопомпа на вооружение добровольцев поселка Визендор Сысольского района поступила в конце 2013-го. По словам водителя Богдана Парначева, она стала хорошим дополнением к современному разведывательному автомобилю. Он оснащен всем необходимым для борьбы, прежде всего с лесными пожарами. Впрочем, местную Парму огненная напасть в последнее время обходила стороной. Так что новая техника пока пригодилась местным только в поисковых работах. В 2014 году осенью люди приезжали тоже за грибами, ягодами, терялись. И ни разу это было, раза два-три. Вызывали нас, звонили сначала Визингу, Визинга уже нам. Мы ездили искать, находили. Сегодня в списке добровольных пожарных 6 жителей Визендора. Здесь и местные пенсионеры, и водители, и сельские бизнесмены. Кроме новенького УАЗика, в автопарке ДПД есть и старая автоцистерна. Объем воды, который они могут забрать, в принципе, небольшой. На автоцистерне это около тонны, а разведывательный автомобиль он имеет 400-литровый куб. Но этого нам достаточно, в принципе, потому что пожарная часть у нас располагается в 10 километрах, и время выезда, доезда до нашего поселка достаточно маленькое. Сегодня больше 200 населенных пунктов республики прикрыто силами добровольных пожарных дружин. Еще 4 года назад таких было всего полсотни. Для маленьких деревень такие объединения огнеборцев – единственный вариант надежной страховки. Открывать отдельные пожарные посты там просто невыгодно. Для, опять же, развития добровольцев нужно повышать качество добровольных дружин. Это покупать и вооружать новой техникой, которая позволит более эффективно выполнять функции. Еще раз обучать, набирать новых добровольцев, создавать преемственность поколений в добровольной пожарной охране, строить для них приспособленные теплые боксы. Зачастую у нас все-таки техника стоит на улицах. В прошлом году добровольцы без помощи профессиональных огнеборцев потушили 2 десятка пожаров. На их счету 7 спасенных жизней. Виктория Палкина, Владимир Шишкунас, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сысольский район, Сыктывкар.